А между тем, с сегодняшнего дня по 20 января в республике стартуют обрядовые крещенские купания. Но, как вы знаете, купание в ледяной воде – это сильный стресс для организма, и это не всегда безопасно. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют воздержаться от купания в проруби в Керчении людям, которые страдают заболеваниями сердца, ожирением, артериальной гипертонией, аритмией, эпилепсией и людям, склонным к судорогам. При окунании в холодную воду возрастает риск спазма сосудов и инсульта. Ледяная вода опасна для тех, кто страдает заболеваниями органов дыхания, например, астмой, бронхитом, гайморитом. Врачи отмечают, что такие серьезные кожные заболевания, как псориаз, экзема, также являются противопоказанием. Людям с заболеваниями сахарного диабета, глаукомы, конъюнктивита доктора также не рекомендуют купаться в ледяной воде. Что касается детей, то врачи категорически запрещают купаться в мороз детям. У маленьких детей, особенно у младенцев, несовершенная система терморегуляции. Обморожение может произойти очень быстро, и родители просто не успеют этого заметить. Последствия такого купания самые серьезные. Ребенок может заболеть пневмонией, менингитом, либо другими заболеваниями центральной нервной системы. С течением времени праздник Крещения Господня оброс огромным количеством традиций, которые свято почитаются людьми и по сей день. Именно о них мы сегодня поговорим с нашей гостьей. Это Иннокентия Евгения, пресс-секретарь Якутской епархии Русской Православной Церкви. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот в эти дни сейчас вот многие люди начнут купаться в проруби, да? А вот человек окунается в проруби 3 раза, да? Почему именно 3 раза? 3 раза – это как бы символ таинства крещения во имя Отца и Сына и Святого Духа. Поэтому. Все просто. Да. Вот, может быть, вопрос несколько неправильный, но зачем такие испытания в холод? На самом деле ни зачем. Это обычай. Причем обычай народный. Церковь его где-то не одобряет, где-то относится положительно, потому что это повод проявить некоторую силу воли. В дальнейшем человеку может пригодиться, например, когда он постится. Но единственное, что человек должен понимать, что это не обязательно. Это не обязательно, это его личный такой маленький подвиг. И относиться к нему надо соответствующе. Понимать, что это действие не обязательно. Обязательно молитва. Вот Ларина буквально только что сказала о тех противопоказаниях, которые не допускают купания в ледяной воде. Если не получается искупаться, то где можно хотя бы набрать освященную воду? В любом храме, где она освящается. Освящается она во всех храмах сейчас. Можно набрать воду и в водоеме, просто она не так пригодна для питья. То есть только в храме, да, вода считается святой, получается? В храме и в водоеме, где ее освящали. А вот многие люди, вот особенно вот, наверное, в эти дни, да, считают, что та вода, которая течет из крана, она тоже считается святой, соответственно, ее можно вот применять. Смотрите, в эти дни освящается то, что называется стихия воды. Да? То есть вся вода как бы благословляется, но именно крещенской водой, святой водой считается только вода в храме, именно над которой совершена молитва. А можно ли запастись такой водой впрок? Да, конечно, так обычно и делают. Другое дело, что это в принципе не обязательно. Можно взять небольшую бутылочку и в дальнейшем ее, так сказать, разбавлять. Так можно, да? Мне на год хватило вот такой бутылочки. Но я, правда, даже не разбавляла. Я просто понемножку ее пила. А сами священники принимают участие в купаниях? Кто-то принимает. Кто-то принимает. Я знаю, что некоторые священники даже на севере. А у нас есть какая-то вот самая северная купель? Я думаю, что самая северная купель – это, собственно, самый северный храм Тикси. Но там есть некоторые нюансы. Там есть некоторые нюансы. В первую очередь, то, что там из-за погодных условий не всегда получается осветить ее. Вот я знаю, что один из священников, отец Агафангел, там достаточно долго, несколько лет пытался пройти на купель, пройти к морю, и говорил, что очень сильная пурга, и дойти было совершенно невозможно, поэтому освящали только в храме. А вот в прошлом году батюшка пришел, светил, и палатка была, да, и люди купались. То есть купались в море, да?
Да, купались в море. В этом году неизвестно, будет ли такое. Ну, надеюсь, что получится. Вот. А еще в прошлом году на полюсе холода у нас, на одном из полюсов холода в Верхоянске, освещалась купель, и тоже люди с большим удовольствием купались. Что бы вы посоветовали тем людям, которые купаются просто ради развлечений? Чтобы все-таки это развлечение привело к некому духовному, душевному росту. Понимать, что все-таки на самом деле самое главное, что эта вода — это святыня. Это в первую очередь. Поморжевать можно в любой момент. Спасибо большое, матушка Евгения, что подошли к нам сегодня в студию. И с праздником! С праздником! Праздник.